Сегодня мы будем говорить о Михаиле Федотове. Имя Михаила Федотова чрезвычайно популярно в Удмуртии. Его знают хорошо. Но, как всегда, конечно же, бывает, тот Михаил Федотов, выдающийся поэт, он предстает, так сказать, просто народной ипостаси совершенно каким-то не тем, которого я лично знал, с которым я лично дружил, с которым мы дружили. 16 лет пролетели как одно мгновение. Мы познакомились с Михаилом Федотовым в Удмуртском университете, в Удмуртском государственном университете. Он был чуть старше меня на 2-3 курса. Он уже тогда, знаете, чем-то непонятным отделялся от окружающих его людей. Я сейчас размышляю, а чем он выделялся среди окружающих его людей. Ну, может быть, конечно, тем, что он всегда старался изысканно одеваться. Я его не помню, чтобы он ходил в мятых брюках, рубашке, нечищенных ботинках или так далее, и так далее. Но дело, наверное, даже не в этом, а в том, что природно Михаила Федотова нельзя было не заметить, не выделить, не отметить. Часто о выдающихся литераторах, поэтах, писателях, ученых говорят, что при жизни, да и после жизни, он был красивый человек. Я вспоминаю, Геннадий Айги писал о Борисе Пастернаке свое эссе, очерк, и начинал он с такой фразы: «Он был аполлонически красив». О Пастернаке, красота человеческая, она бывает разная, наверное. Вот. И задумывался, наверное, о том, что поэт, прежде всего, конечно же, был прав. Потому что внутренняя красота души человека зиждется именно на его поступках, а первым делом на его словах. А мир поэтический обрисован именно этими красками, колором его неповторимых слов. Михаил Федотов родился 7 октября 1958 года в небольшой деревне Ворча, пессельмянско-татарской деревне Ярского района Удмуртской АССР. Тогда еще была Удмуртия у нас автономная Советская Социалистическая Республика. А ушел из жизни... Мне не нравится эта фраза «ушел из жизни», что он захотел уйти и ушел, что ли. И по воле, не зависящей от него, он был вынужден уйти, наверное. А лучше сказать проще, наверное. Он скончался 6 мая 1995 года. 37 лет. 37, да? Вот. Я частенько бываю, раз в году обязательно, или 2-3 раза в году бываю в этой деревне, где он родился и вырос. Я прекрасно знал Матрёну Алексеевну, но, увы, его отца уже, Михаила Федотова, я не застал. Я помню, мы в студенческом строительном отряде работали. Это был, по-моему, 1980 год или 81. И вот летом Миша Федотов покинул стройотряд и уехал на родину, на похороны своего отца. Потом он вернулся.
Мы пытались его успокоить, но он жестко пресек наши все опеки и просто как-то вот замкнулся в себе. Но с течением времени это как-то разошлось, молодость берет свое. Вот. Когда я приезжаю в Урцу, в Урча по-удмуртски, я останавливаюсь у двоюродного брата Михаила Федотова, Рафаила, Радика Дюкина, ставшего и моим другом. И мы долго беседуем о жизни и творчестве его двоюродного брата, большого бессермянского, удмуртского, российского поэта Михаила Федотова. При жизни Михаил Федотов выпустил 4 или 5 книг, даже, наверное, столько не будет. Мало совершенно переводился на русский язык. Когда я учился в Московском литературном институте, я предлагал московским переводчикам его подстрочники. И многие, просто посмотрев эти подстрочники, тут же отказывались. Они говорили так: просто видится, что поэт очень большой, но переводить его очень трудно. Было несколько таких моих обращений, но с годами, через некоторое уже время, русский поэт Владимир Иванович Емельянов, отличный переводчик, он многих удмуртских поэтов переводил на русский язык, перевел цикл стихов Михаила Федотова на русский язык, и первая публикация была в книге его перевода, в книге Версер, то есть Пульс. Что я могу сказать о переводах? Перевод сделан очень грамотно, очень хорошо. Но, понимаете, чисто по Сальвадору Дали. Не стремитесь к идеалу, вам его все равно не достигнуть. И перевести, здесь я особенно четко вижу, что перевести поэзию на другой язык и написанную на одном из языков определенной семьи языков на другой, то есть финно-угорского на славянский, представляется невероятно трудно. Есть очень хорошие, удачные переводы, а есть некоторые места, которыми мы бы с Владимиром Ивановичем поспорили. Ну, он, конечно, бы меня тут же в споре победил. Я его очень люблю, уважаю. Он человек очень интересный. И мне было бы просто приятно быть побежденным, услышав его убедительную речь. С чем я ассоциирую и сегодня, по истечении многих лет уже, в 1995 году, как я сказал, Михаила Федотова не стало. Чем я мог бы ассоциировать его поэзию сегодня? Знаете, мы живем в лесной зоне, и удмуртов называют частенько лесным народом. А его стихи Михаила Федотова ассоциируются в моем творческом мировоззрении с черемухой. Не из того только лишь то, что он очень много стихотворений посвятил черемухе. Черемуха всегда участвовала в его деревенских этюдах, стихотворений, посвященных природе. Но знаете, не только, а в том значении, что черемуха, как таковая, она, наверное, не принадлежит уж совсем воспетым деревьям народной поэзии, и не совсем уже она находится в героическом, так сказать, жанре лирического героя в произведениях профессиональных литераторов.
Но дело опять-таки не в этом. Многократно рассказывая о жизни и творчестве Михаила Федотова, мне приходится говорить эту фразу. Но дело не только в этом. Потому что поэтический и жизненный мир Михаила Федотова был настолько тонок и настолько обширен, что спешить с какими-то словоформами определения его, я думаю, не надо спешить. Не надо делать этого, не надо спешить, потому что я помню, буквально перед смертью, мы каждый день практически встречались, если уж так определенно сказать, становились на поэтическое крыло в одно время. Наши книги выходили, первые книги. Вот первая книга Михаила Федотова «Тоді еще Берто», «Белые лебеди возвращаются». Она была издана в 1986 году, а моя книга первая была издана в 1985. Тогда я служил в рядах Советской армии. Михаил Федотов работал в издательстве «Удмуртия» редактором отдела художественной литературы. Я помню, какую он радость мне принес своей бандеролью. Когда я открыл ее, и там была моя первая книга, и знаете, этот непередаваемый запах свежей типографской краски. Когда ты берешь свою книгу первый раз в руки, свою первую книгу, и ощущаешь ее запах. Это ни с чем не передаваемо, это только лишь поэты, писатели могут, наверное, понять, ну, не только, конечно, они. Свежий запах свежей типографской краски, я думаю, всем кружит голову. И нам тоже. И вот Михаил Иванович Федотов, закончив среднюю школу в родной школе, поступает в Удмуртский государственный университет на филологический факультет, заканчивает его, служит в советской армии, потом работает в газете, и уже как становление его жизненное, человеческое, поэтическое произошло именно в издательстве «Удмуртия». Издательство «Удмуртия», главный заведующий, он был заведующим отделом художественной литературы. Вот это будто бы такая явная сторона его жизни, а внутренняя. Михаил Федотов был по происхождению бессермянином. Это таинственный народ, о котором уже много копий сломано у специалистов, ученых. Вот. Народ, который я, в частности, очень люблю, уважаю, потому что мой друг был Миша Федотов бессермянин, и не только из-за этого. Вот. Во время переписи тут я выписал небольшую цифрочку, как она открывается, я не знаю. Вот. 2002 года во время переписи бессермян насчитывалось 3 с чем-то тысячи человек. Сейчас, наверное, чуть побольше. То есть в 1926 году, когда в паспортах у них писалось еще бессермянин, их было более 10 тысяч человек. Бессермяне по сей день живут в Удмуртии, Кировской области, Пермской области. Вот. Бессермяне — это, я их воспринимаю, когда мы говорим о бессермянах, это добрый привет из Средневековья, потому что оттуда они вышли и пришли на проживание в северные районы нынешней Удмуртии, и еще чуть посевернее, повосточнее, позападнее. Вот.
но откуда они вышли, они сохранили в себе секретом. Этот секрет мне очень нравится. Он придает некоторую таинственность, и особенно с поэтической точки зрения. В 20-е, 30-е годы бессермяне были переписаны удмуртами, они говорят на северном диалекте удмуртского языка. Ну а в 90-е годы бессермянство было возвращено, и люди стали писаться по своей национальности, признавая его бессермянами. Вот. А в период творчества, первых этапов творчества Михаила Федотова об этом не говорилось, но, видно, душа его жаждала самоопределения, как мы с ним говорили на эту тему, именно самоидентификации. Ведь каждому человеку надо иметь свой надежный берег, куда можно плыть по жизненным водам. И этот вопрос, есть одно стихотворение у Михаила Федотова. Я не знаю, где оно находится. Вот. Потом это стихотворение о том, что человек, лирический герой, задает самому себе вопрос и обращается к своей родине. И вопрос переходит в риторическое, кто я есть. И стихотворение заканчивается тем же риторическим вопросом, когда вопрошающий остается просто вопросительным знаком. Стихотворение очень пронзительное. В области звонкости и филигранности обработки рифм, ритмов Михаилу Федотову равных, наверное, в удмуртской поэзии не бывало. Есть близкие поэты, конечно, это его наставник Владимир Романов, и поэты, работавшие рядом с ним при его жизни, это Семен Андреевич Перевозчиков, Владимир Васильевич Катков, вот, и другие. Но неожиданность, чистота и эффектность звукоряда Михаила Ивановича Федотова не имеет равных. Итак, стихотворение о вопросительном знаке я прочитаю на удмуртском языке. Михаил Федотов творил, работал на удмуртском языке, считал себя удмуртским поэтом. Но я помню его стихи, написанные и переведенные на бессермянский язык. Со временем он думал, что сделает переводы и побольше что-нибудь напишет по бессермянскому руслу. Он много работал над словарем бессермянского языка, писал статьи о происхождении бессермян, интересовался весьма живо с научной точки зрения своей родословной. Но не пришлось ему по судьбе сказать свое слово о бессермяноведении, научном бессермяноведении, но то, что он сказал в поэзии бессермянского и удмуртских народов, сегодня является одной из вершин поэтического творчества этих народов. Я сказал, наверное, несколько сумбурно, но, знаете, сегодня любые школы удмуртского стиха, перечисляя, описывая чье-то творчество, считают своим долгом при череде имен при череде имен, вносимых до какого-то определенного поэта, при вопросе осмотра его корней, называют это имя Михаила Федотова. Я не знаю, как это получается. Многое, конечно, притягивается здесь за уши. Да, кстати,
Нет, давайте я сначала прочитаю это стихотворение, а потом коротко расскажу о других аспектах. Явера мынын шайыре, марлытон суче мызмылес, кырджан шулдырте котырес, олосо вера палдурес, мусо шайыре тонен ват, азят монголюк шулемо, пукшике кесек серегат, улон отыназны лымо, тынюк бызене ошмес, яке шинвуэк брира, дунву ватышко монашме, шинву бамбылам питераз, явера эн ват шайыре, тоцков ваньмыз эзерё, одвазю ишкета бере, луло юан пускать клё. В этом стихотворении есть строка «Хороню я друга, ватышком мнешме». Это, конечно же, память о его лучшем друге, одном из лучших его друзей, наставнике, прекрасном поэте Владимире Васильевиче Романове. О Владимире Романове Михаилом Федотовым написано много. Знаете, в 80-е годы была очень интересная группа поэтов. Они все себя считали птенцами гнезда Владимира Романова, человека уникального во многих отношениях поэта. Вот, к этой группе причислялись первым Михаил Федотов, нынешний Вячеслав Сергей, алнашские поэты, Иосиф Иванов, Иосиф Бобров, к сожалению, обоих тоже уже нету. И наши женщины, поэты Людмила Кутянова, Татьяна Чернова. Это были очень интересные авторы, среди них еще есть работающие авторы. Что их отличало? Их отличало чрезвычайно деликатное отношение к удмуртскому языку. Сегодня этого отношения в поэзии нет. Вот, мне кажется, что именно вот эти поэты буквально молились родному языку и на основе этой молитвы писали свои произведения, потому что настолько родниково чисты их строки поэтические, их поэтические строки. Сегодня пошла в моду среди молодых поэтов, подзуживаемых не очень удачными поэтами более раннего возраста, вот, типа сказки, присказки, типа рэпа, макароническая речь гудит, вот, речи как таковой благолепия нашей родной речи не видно в этих произведениях. И вот мне кажется, что чистота, родниковая чистота поэзии Михаила Федотова стала какой-то отправной точкой ухода творческой мысли или налево, как говорится в сказке, налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь или еще чего-то там, какого-то водораздела собственной интеллигентности, собственного патриотизма, любви к родной земле и языку матери. Люди, продолжающие линию таких выдающихся поэтов, как Михаил Федотов, Владимир Романов и других, мне кажется, они стойко стоят на страже интереса своего родного языка. А те, которые ушли другой дорогой, пусть им Бог будет судья. Не будем о них говорить, а мы будем говорить о том, что в переводах Михаила Федотова, к переводу стихи Михаила Федотова поддаются с очень большим трудом, я это уже говорил. Вот. Но есть очень интересные мысли
работы переводчика Владимира Емельянова, я хотел бы их показать как образцы очень хороших переводов, но с которыми тоже я мог бы поспорить. Вот. Стихотворение Михаила Федотова, можно сказать, одно из программных его стихотворений. «И вновь лечу я на одном крыле, над каменной пустыней утомленной. Из двух дорог я выбрал на земле одну, подальше от могилы черной. Полет недолог, как последний вздох, пусть подо мною острые каменья, нет ничего прекраснее видит Бог, чем эти вдохновенные мгновения. Извечный смысл свободы я постиг, прощай навеки рабская тревога. Прощай, иссохший жизненный родник, прощай, земная пыльная дорога. Я улетаю в мир, что снился мне, пусть на одном крыле, но улетаю, простите мне, я говорю родне мои грехи. И я вас всех прощаю, лечу, и бесконечной чередой, с надеждой на повторное рождение, минувшее проходит предо мной и дарит мне от мук освобождение». Вот такое стихотворение в отличном переводе Владимира Емельянова. Я всегда благодарю его за его такую честную, хорошую работу переводческую. И переводчика сегодня уже уровня Владимира Ивановича, конечно, практически и нету. Вот. Теперь о мотиве, о черемуховой ассоциации стихов Михаила Федотова. Знаете, после того, как Михаил Федотов ушел, очень много говорили о его поэзии, говорят и сейчас. И каждый притягивает как-то одеяло к себе. Было очень модно в 90-е годы, в конце 90-х, начале 2000-х писать, публиковать статьи о том, что вот эта грань между деревней и селом, разодрали его, вот это такие проблемы. Это все не более чем литературоведческие упражнения, на мой взгляд. Об этом писали о Есенине тоже, что грани раздирали. Знаете, Михаил Федотов был человек очень умный, и он, конечно же, знал, что свою ворцу он в городе жест не перевезет, и свои луга не перевезет, и свою реку, и своих козочку, и корову, и ранние рассветы. Он совершенно точно знал, на чем он уезжает в Ижевск, какая там жизнь. Он знал, что это не другая планета какая-то. Вот. А трагичность, конечно, каждая человеческая фигура, мне кажется, трагична. Потому что, когда человек делает первый шаг на земле, некоторые говорят, что он уже сделал первый шаг в собственной могиле. Ну, это разные точки зрения. Или, например, человек пытается говорить, вот есть Расула Гамзатова, и в Удмуртском фольклоре тоже такое есть. Человек, говорит, 3 года пытается учиться говорить, но потом всю жизнь старается язык держать за зубами. То есть соотношение черного и белого, ночи и дня человека, оно всегда. Вот когда душа летает орлом, белой лебедью, а телу больно, тело болеет. Вот это тоже оксюморон, и причем очень болезненный оксюморон. Когда желания, мечты уводят тебя далеко-далеко за облака, а когда ты не можешь это материально реализовать, это тоже болезненный оксюморон. То есть Михаил Федотов отлично знал, что город и деревня это разные, они являют для себя разные формы психологического существования людей. А трагичность его поэзии обрисовывается тем, что он по судьбе был рожден таким, чтобы передать боль многих людей, которые не могут ее выразить словами.
а ему Господь Бог это дал. Вот. Итак, мы сегодня говорили о Михаиле Федотове, выдающемся бессермянско-удмуртском поэте, прожившем на свете недолго, который даже 40-летие свое не встретил. Вот. Родился в 1958 году, как я сказал, ушел из жизни в 1955 году. В 1995 году прошлого века. Вот. Но он стал одной из знаковейших фигур литературы, поэзии Удмуртии. И я скажу определенно, что долго имя этого поэта будет известно, оно будет цитироваться. На стихи Михаила Федотова поют прекрасные песни, отличные песни. Это Николай Постников сочинял, Геннадий Кузнецов, прекраснейшие песни. Вот. То есть, мне кажется, что спираль, малая спираль таланта и Божьей одаренности Михаила Федотова вот сегодня или вчера только развертывается. Прошло уже немало времени, как мы живем без него, помня, не забывая о нем. Но к поэзии его мы еще близко не подошли. Я думаю, что это состоится обязательно, вот, потому что есть в основе этого есть уважение и восхищение им. А коли это есть, то будет и встреча. Не только одна, но много других. Итак, я сегодня попытался говорить, я сегодня говорил о Михаиле Федотове, которым мы были дружны. 16 лет нашей дружбы пролетело как одно мгновение. И что я помню? Самое незабываемое. Я частенько смотрю в моем коридоре на телефон, установленный в моем коридоре. Он уже не работает, стационарный. И в ночь, полночь, или в любое время суток Михаил Федотов звонил мне и говорил: Слава. Он говорил быстро, очень был энергичен. Надо встретиться. Вот я тут прочитаю тебе такое стихотворение. Я не знаю, когда он писал стихов. Даже его родные не видели, как он писал эти стихи. Писал он очень быстро, практически на чистовую. Вот. И когда я смотрю на любой стационарный телефон, мне кажется, что мой друг Михаил Федотов ушел в этот телефон. И пусть другие поэты идут своими дорогами, но если они, поэты нашей республики, если они напишут какое-то произведение и восхитятся своему перу, то для начала пускай перечитают Михаила Федотова. Мне кажется, этот поэт о многом уже написал и много лучше многих из нас.